1969 жылдың кычыраган кышы биринчи секретардын кайратын сынагандай болгон. Ибраимов түн уйкусун жоготту. Тоолордо 5 метрден бийик оор кар түштү. Султан Ибраимов прожил короткую, но очень яркую жизнь, словно звезда на небосклоне, оставив за собой достойное наследие своему народу, которым он может гордиться, сказал глава государства Сооронбай Жээнбеков, выступая на мероприятии, приуроченном к 90-летию султана Ибраимова, отметив, что со временем его авторитет только растет. Ал кыргыз элинин маңдайына бүткөн туу чокудай адамдык жоболосу бийик улуу инсан. Ал эмгек жолун карапайым жумушчудан министрге, өлкөдөгү эң ири областтын биринчи катчысы, Кыргыз ССР Жогорку Советинин президиумунун төрагасы, Кыргыз ССР Министрлер Советинин төрагасына чейин татаал жана даңктуу жолду басып өттү. Президент отошел от официальной его биографии и заострил внимание присутствующих на личных воспоминаниях, которые сохранились в его памяти. 10 лет руководства султана Ибраимова Орской областью в истории Кыргызстана можно рассматривать как особый, сказал Сооронбай Жээнбеков. Он отметил, что султан Ибраимов совершил доблестный труд при строительстве Папанского, Токтогульского водохранилищ, при решении ирригационных вопросов. Особенно много усилий он внес в освоение новых багарных земель, превратив их в цветущий оазис, сказал Сооронбай Жээнбеков. Папан, Токтогул, суу сактагычтарынын курулушунда суу маселесин чечүүдө Султан Ибраимов каарман эмгек жасады. Өзгөчө жаңы аймактарды, дын жерлерди өздөштүрүүгө умтулуп, миңдеген гектар какырган тааллары гүлдөгөн аймактарга айландырды. Жолдор, көпүрөлөр курулуп, мал киндиктүү жерибиздин жайлоолору кеңейди. Ошол 10 жыл область үчүн кылымга тете жылдар болду. Андан бери туура жарым кылым өттү. Дагы эле ошол жылдардын өзгөчөлүгү Султан Ибраимовдун өзүнүн таржымалы айтылып бүтпөй келет. В своем выступлении глава государства сказал, что на сегодня идет решительная борьба с коррупцией. Можно сказать, что в свое время эту борьбу начал султан Ибраимов. Он, будучи главой правительства, раскрыл факты коррупции в Токмакском мясокомбинате. Мошенничество, взяточничество, разграбление народного добра не давали покоя его душе, сказал Сооронбай Жээнбеков. Сен ушу Султан Ибраимов деп болуп иштеп бер. Ошондой иштеп берсең, элге кадырың силет. Кадырлуу болосуң. Сен ошол кишиден үлгү ал. Глава государства также сказал, что султан Ибраимович, являясь сыном северной части страны, стал самой уважаемой, любимой личностью юга, которым гордились. Его имя превратилось в символ единения кыргызского народа. Он своей жизнью и делами доказал, что будущее Кыргызстана в согласии народа, единстве общества, сказал Сооронбай Жээнбеков. Президент отметил, что за годы своей работы губернатором Волжской области аксакалы давали ему благословение, чтобы он работал как султан Ибраимов. Он был примером для подражания. Я считаю, султан Ибраимов достоин высокого звания Героя Кыргызской Республики, сказал глава государства. Султан Ибраимовдун Кыргыз мамлекети үчүн жасаган эмгеги татыктуу баалоо иретинде кийинки муундун урматчылыгын билдирүү максатында мен Султан Ибраимовго Кыргыз Республиканын баатыры, ардактуу наамын ыйгаруу туура болот деп эсептеймин. Рахмат. Рахмат силерге. Мына ушул кол чабууларды өзү айтып турат. Султан Ибраимовдун элибизге, журтубузга кылган мээнетин, жасаган иштерин. Мен ал үчүн депутаттардан атайын жаңы мыйзам кабыл алып берүүнү өтүнөт элем. Парламент каршы болбойт деп ишенем. Мыйзам кабыл алынса, тийиштүү жарлыкка кол койгонго мен даярмын. Его сын Эрмек Ибраимов отмечает, что когда не стало его отца, ему было всего 15 лет. И только сейчас, при достижении определенного опыта, он понимает объем той огромной работы, которую его отец Султан Ибраимов сделал для народа. Тем огромным объемом, который был произведен
И это касается всех отраслей, начиная от социальной, прежде всего, социальной строили, школы, ФАПы, больницы, объекты культуры, к примеру, театр, который был построен в городе Ош, и касаясь развития промышленности, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и все. Безусловно, дело в том, что когда трагедия произошла, ему было всего 53 года, и это возраст самый, так сказать, когда человек полон сил, опыта и желания, стремления работать. Ну а коллеги Султана Ибраимова говорят, что он был руководителем широкого масштаба, уделял особое внимание сельскому хозяйству и культуре. Но он был отличным человеком. Особенно уделял он хлопководству, зерноводству, мелиорации, как он специалист. Потом уделял большое внимание культуре. Под его непосредственным руководством был построен ряд домов культуры, и в том числе Орский драматический театр, который присвоили его имени. Султан Ибраимов родился 20 сентября 1927 года в Чуйской области. Трудовую деятельность начал в 1943 году в колхозе Алчалу Чуйского района Кыргызской ССР. Был секретарем ЦК Компартии Киргизии с 1966 по 1968 год. Потом 10 лет работал первым секретарем Орского обкома Компартии Киргизии. В 1978-80-х годах возглавлял Совет министров Кыргызской ССР. Был депутатом Верховного Совета СССР. Его человеческие качества и то наследие, которое он нам оставил, как выдающийся руководитель бесценны. Его школа – это школа безграничной преданности Родине, созиданию, трудолюбию, высокой человечности и самоотверженного служения своему народу, сказал президент Сооронбай Жээнбеков. Тибек Шишембиева, Нурдан Гарыпбеков, Пирамида. Көздөрү жетти. Область мындай кайраттуу жетекчиге көп жылдан бери муктаж эле.